Здравствуйте, в эфире программа «Алату Лайв», в студии работает Бикаим Бигалиева. В этом выпуске программы мы побеседуем о кыргызско-австрийском сотрудничестве. Напомним, накануне президент с официальным визитом находился в Австрии. Состоялись встречи главы государства с первыми лицами Австрии, на которых был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития. У нас в гостях дипломат, эксперт по внешней политике, профессор Кубанычбек Чекиров. Кубанычбек Макешевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. Ну и, как я уже отметила, мы хотели поговорить о кыргызско-австрийском сотрудничестве, о перспективах этого сотрудничества. Не зря ведь вот президент совершил официальный визит в эту страну. Вообще, что можно ожидать от этого визита? Что было обсуждено? Какие документы были подписаны? Спасибо. Так, 25 ноября наш президент Джапаров Садыр Нурожевич совершил визит в Австрийской республике. Так? Австрийская республика – это развитая страна в Европе. Чуть-чуть, если будем обратимся к истории, да? В 20 веке было, это в начале 20 века была империя. Австро-Венгерская империя, такая мощная империя, Российская империя, Австро-Венгерская империя. Так? И тогда было, там даже называли Австро-Венгрию Лоскутной империей. Лоскутной империей. Там было много народов, немцы, австрийцы, вот это католики, и венгры, еще чехи и так далее, да? Ну, славяне. А потом, после Первой мировой войны, был крах империи, Австро-Венгерской империи. И все народы, которые раньше входили в Австро-Венгерскую империю, они обрели независимость. И тогда, после Первой мировой войны, только остался Австрийская республика. Так, Австрийская республика. Все остальные обрели независимость. Так? И с тех пор вот эта Австрийская республика, конечно, во время Второй мировой войны Австрийская республика была союзником Германии, а после Второй мировой войны Австрия стала нейтральным государством, внеблоковым нейтральным государством. И до этого вообще в течение 200-300 лет правили страной Габсбурги. Была это монархия, Габсбургская монархия. А потом, после Второй мировой войны, это была Австрийская республика, нейтральная страна. И сейчас Австрия вообще, если будем, этот внутренний валовый продукт Австрии, это почти 500 миллиардов долларов. Знаете, 500 миллиардов долларов. Это население всего 8 миллионов, такая маленькая территория. Это больше, чем экономики Казахстана и Узбекистана. Допустим, экономика Узбекистана около 200 миллиардов долларов. Узбекистана около 200 миллиардов долларов, а экономика Казахстана почти 240-250 миллиардов долларов. В Австрии около 500 миллиардов долларов. Там ничего нет. Ни нефти, ни уран, ни полезные ископаемые. Только промышленность, и экономика и так далее. Да? Вот это удивительно. Вот такая страна, почти полезных ископаемых нет, но экономика растет. 500 миллиардов долларов. На душу населения 55 тысяч долларов. 55 тысяч долларов. Знаете, это хорошая цифра. Конечно, это меньше, чем, допустим, экономики Норвегии или Финляндии, да, или Швейцарии. А по меркам это в Европе это хороший показатель. Вообще в мире тоже хороший показатель. А у нас что? У нас, допустим, на душу населения в Кыргызстане около 2000 долларов на душу населения, а там 55 тысяч долларов. Так? Это какие цифры? Конечно же. Какая разница? Конечно, какая разница. Допустим, в Казахстане все есть, все полезные ископаемые. Нефть, газ, металлы.
все есть, цветные металлы, уран, а экономика всего 250 миллиардов долларов, а того 500 миллиардов долларов. В Австрии очень сильно развита фармацевтика, там вот эти все лекарства, все они производят. Еще у них развито, что могу сказать, вот этот они хорошо, переработка сельскохозяйственных продуктов, переработка, вот оборудование вот эти, да, и электроника и так далее, и так далее. То есть оно так, как сказать, индустриальная, развитая страна. Так? Поэтому наш президент Садыр Жапаров, была личная встреча с президентом Австрийской республики Александром Белиным. Они обсуждали многих вопросов. Даже наш президент приглашал совершить визит президента Австрийской республики Александра Белина в нашу Кыргызстан. Так, еще была встреча нашего президента федеральным канцлером Австрийской республики Карлом Нехаммером, тоже они обсуждали. Еще была встреча нашего президента, председателя Национального совета Австрийской республики Вальтером Розенкранцем. Они тоже обсуждали некоторые вопросы. И было подписано несколько меморандумов, если будем сказать, какие меморандумы. Так, сотрудничество нашего Министерства иностранных дел с Министерством иностранных дел Австрийской республики 25-26 годов. Сотрудничество между двумя министерствами. Внешнеполитическими ведомствами. Да, между внешнеполитическими ведомствами. Еще меморандум о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и экологии Кыргызской республики и Австрийским федеральным министерством. Еще меморандум между Министерством энергетики Кыргызской республики и Министерством энергетики Федеральным министерством Австрийской республики и так далее, и так далее. То есть таких намерений подписано около 10. Так, около 10. Еще, знаете, сейчас в Австрии после этих, сейчас уже в мире такие, как сказать, идет просто, когда вот сейчас идет просто противостояние между Россией и Западом, да, и на этом фоне уже цены на энергоносители, на нефть и газ выросли от 50 до 100%. Поэтому сейчас в Австрии они уже начали рассматривать вот это, как сказать, альтернативные энергетики, энергоресурсы как, так? Поэтому у них тоже сейчас они начали заниматься вот этой энергией солнца, ветряной энергией и так далее, и так далее. То есть они начали заниматься альтернативными энергоресурсами. Так? Поэтому у них есть хороший опыт в этом плане, Мне кажется, у нас, кстати, тоже мы последние лет 2 уже построили, на стадии построения около 50 малых и средних ГЭС. Зеленая экономика. Так? В этом плане тоже есть меморандум между двумя республиками. Республикой Кыргызской республики и Федеральной республикой Австрии. Так? Они тоже очень заинтересованы построить таких ГЭСов, таких зеленой экономики, чтобы у нас поднять. Так, и так далее. Еще для нас было бы полезно, потому что Австрия входит в первую десятку в мире по производству фармацевтических препаратов. В этом плане тоже есть намерение, они хотят, есть у них намерение инвестировать в медицинскую промышленность. И так далее, и так далее. Да? Так что, по-моему, очень перспективная вот эта встреча была, перспективная. В дальнейшем должны работать соответствующие министерства. Министерство торговли, Министерство экономики, правительство.
Это было бы полезно и для нас, для нашей экономики, и для экономики Австрии тоже было бы очень полезно. Вот вы отметили то, что Австрия – это индустриально развитая страна, там работает очень хорошо промышленность, там очень хорошо развита, опять-таки, вот они стали заниматься зеленой энергетикой, да, это построение различных ГЭС, имеется в виду солнечные, ветровые электростанции. И Кыргызстан для Австрии какой интерес имеет? Вот элементарно вы говорите, промышленность у них развита, и есть у них очень много перерабатывающих предприятий. Вот наша сельхозпродукция для них интересна для того, чтобы выкупать и перерабатывать? Даже у нас было бы полезно, потому что у нас 60% населения живут в сельской местности, у нас развито сельское хозяйство, и можно было бы интересно для австрийцев и для Кыргызстана, чтобы построить совместные предприятия по переработке сельхозпродукции. Потому что в этом плане у них есть опыт на нашей территории, чтобы они инвестировали. Еще здесь хочу добавить, в 2027 году у нас будет саммит, как сказать, горный саммит, да, в 2027 году. И наш президент приглашал президента Австрийской республики Александра Беллина, чтобы посетить нашу республику, чтобы участвовать в этом саммите. А Австрия для нас конкретно, вот мы говорим то, что совместные предприятия, чтобы открывались у нас в стране, это опять-таки инвестиции. А вот если взять именно с фармацевтической стороны, да, вы говорите то, что Австрия входит в десятку самых крупных фармацевтических производителей, да, и вот в этом плане какие интересы есть? Конечно, знаете, что Кыргызстан — это член Евразис. Так? Страны Евразис — это почти 200 миллионов. Это хороший рынок. Если еще у нас многие лекарства, почти 85% лекарств мы импортируем. Да. А экспорт фармацевтических медикаментов, экспорт почти у нас практически нет. Да. Поэтому, у нас какие полезные травы, лекарственные травы растут на нашей земле, всем известно. Поэтому надо привлекать инвестиции австрийских этих фармацевтов, чтобы они построили заводы, фабрики на нашей республике, чтобы по производству лекарств. Было бы это отлично, потому что потом мы спокойно экспортировали в Казахстан, Россию, Беларусь и так далее, и так далее. Потом сейчас как раз в этом плане у них есть хороший опыт по производству лекарств в Австрии. И надо работать правительство и Министерство здравоохранения, соответствующие ведомства должны в дальнейшем надо сотрудничать с австрийскими производителями, и надо привлекать инвестиции в нашу республику. Говоря о подписанных документах, здесь в основном вот и вы перечислили, и вот у меня тоже есть данные, это в основном меморандумы. А меморандумы, как мы знаем, это больше как намерение. Намерение. И вот что делать для того, чтобы вот эти намерения потом уже вышли, так скажем, в готовый документ и дальше уже были реализованы? Да, чтобы вы правильно, не остались хороший просто вопрос на бумаге. задавали. Надо приглашать этих. Надо приглашать этих руководителей компаний, да, соответствующих компаний. Надо перейти к делу, приглашать, чтобы они посетили нашу республику, посмотрели, и их надо ознакомить нашими законами, потому что тут важно законы же. Как инвестировать, какие у нас налогообложения, какое налогообложение, какая у нас инфраструктура, где построить и так далее, и так далее. Тут много очень вопросов. И надо сократить всяких бюрократических этих перепонов. Так? И за сколько они
какой срок все надо наладить, все эти документы. То есть перейти к делу, да. И потом отдача, то есть на сколько лет, какие есть облегчения, налогообложения и так далее, и так далее. Тут очень много таких вопросов. В этом плане наше правительство должно работать. И соответствующие министерства, ведомства должны работать, то есть приглашать руководителей компаний австрийских, и чтобы они посмотрели на нашу республику, изучали нашу экономику, рынок сбыта изучали. То есть капиталисты просто так деньги не вложат. Они должны, их надо убедить, чтобы они убедились. Если их надо хорошо, если они убедились, тогда у них будет интерес построить заводы, фабрики. То есть непосредственно надо уже переходить к Конечно, делу. переходить к делу уже. А вот меморандум сейчас наши все руководство, наш президент и их президент, они подписали все эти меморандумы, да, чтобы они открыли дороги, да. Сейчас надо работать, министерство же, соответствующее ведомство должно работать. Ну и после официального визита в Австрийскую республику президент с визитом прибыл в Германию, в Берлин, да? И в конце передачи так коротко о кыргызско-германских отношениях, вот тоже как внешнеполитические связи. Так, у нас, как сказать, Германия это почти 6-я экономика в мире, да, после Америки, Китая, Индии, Японии, России и Германии. Раньше была 5-я экономика в мире. Это локомотив экономики Евросоюза. Локомотив. Это 1-я экономика в Европе. Почти 1-я экономика в Европе. Очень индустриально развитая страна. Очень индустриально развитая страна. У него особенно тяжелая промышленность очень развита, машиностроение, оборудование, самые ракеты, то есть все, станкостроительство там, очень сильно развито. Так? Я еще раз повторяю, это локомотив Европы. Так? И это, во-первых. Во-вторых, есть у нас хорошие связи с Германией. Так? У нас очень хорошие связи с Германией. Еще в-третьих, у нас раньше, когда был Союз, у нас почти 500 000, 350 тысяч немцев жили у нас в Кыргызстане. Потом после развала Союза почти 80% уехали в Германию. Они тоже, это наши соотечественники. Так? И Германия тоже, есть у нас особенно хорошая связь в области культуры, в области образования, в области дипломатии. То есть у нас хорошая связь. Сейчас надо, мне кажется, еще раз я повторяю, мы члены Евразес. Сейчас вот после российско-украинских отношений, российско-германское отношение охладило, да, как-то. Особенно Европа и Америка, они наложили санкцию против России. А сейчас как раз Германия тоже заинтересована так, развивать экономические отношения и республикам Центральной Азии. Прежде всего с Казахстаном и Кыргызстаном, и Узбекистаном. Поэтому в этом плане тоже есть. Так что мы тоже заинтересованы, и Германия тоже заинтересована, чтобы в плане экономики, то есть можно привлекать инвестиции тоже с Германии. Ну и в завершении передачи такой еще один вопрос, коротко, если ответите, да. В обе страны наш президент совершил официальный визит. Это по статусу второй после государственного визита, да. Вот официальный визит, что означает? Это означает, знаете, все такие, тут, мне кажется, после этих, когда идет вот этот конфликт, когда вот этот Россия и Европа, у них как-то после этих событий, все такие возрос интерес европейских стран Центральной Азии. К государствам Центральной Азии. Да, интерес.
Поэтому они, когда они приглашают, тогда можно совершить официальный визит. Поэтому, мне кажется, еще в прошлом году был, мне кажется, там был со странами Евросоюза были встречи с руководством Центральной Азии. Да? И даже эти руководство Евросоюза совершили визит, Астану, Бишкек и Ташкент и так далее. То есть последние 2 года очень активно, динамично развиваются отношения между странами Евросоюза и странами Центральной Азии. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. А я напомню, что в гостях у нас был дипломат, эксперт по внешней политике, профессор Кубанычбек Чекиров, и побеседовали мы о кыргызско-австрийском сотрудничестве. Спасибо, что были с нами, и до встречи в эфире.